Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И сегодня мы поговорим о квартале Звездном, столице Якутии. На сегодня в квартале Звездном сданы 7 домов и идет переселение жильцов из ветхого аварийного жилья по всей республике в этот микрорайон. Датчик тепла и регулятор этого тепла. Так, считаем розеток. Раз, два, три, 4, 5, 6. Получается, здесь кухня. О, хорошо пошла. Это пожарный шланг. Да, вон подпитан экран. Нормально, да? В квартале Звездном сданы 7 домов, но пока тепло не подведено. Холодная вода есть, электричество есть. По всем этим вопросам мы встретились с генеральным директором Республиканского ипотечного агентства Слией Александровной Шайнуровой. 7 домам у нас площадь это более 1000 квартир. Из 1000 квартир, 500 квартир, более 500 квартир, это приобретено Дирекцией жилищного строительства Республики Саха-Якутия. И в том числе в составе вот этих 500 квартир есть квартиры, которые приобретены конкретно для переселенцев с арктических улусов. Люди, которые там проживали в аварийном фонде, соответственно, сейчас у них дома признаны аварийными, и для них приобретены квартиры в городе Якутске. Дома, которые сдаются, они, соответственно, будут подключены ко всем инженерным сетям, то есть это начиная тепло, вода, канализация непосредственно, электроснабжение. Сейчас у нас как раз довершаются работы, когда все будет подключено в постоянном режиме. Все дома, они прошли госэкспертизу. Если у нас в проекте обозначено, что там должно быть, оно и имеет место быть. Какие трудности на сегодня, сколько они на сегодня решаемы, и главное, все спрашивают, когда? Люди задаются вопросом, куда у них будут ходить дети, в детский сад, в школу. Мы изначально у себя в мастер-плане предусмотрели и школу, и детский сад. И мы сейчас строительство этих объектов уже ведем. Детский сад и школа, 25 год. Сейчас будет вводиться школа на 990 мест в микрорайоне Ильинка. Это достаточно тоже приближенный район к нашему. Это что касается социальной инфраструктуры. Понятно, что мы ее прорабатываем. Сейчас ее, конечно, безусловно, нет, но она в любом случае появится. И она уже в очертаниях конкретных есть. Тем более финансирование у нас предусмотрено все это. У нас в домах предусмотрены нежилые помещения, то есть не только жилье. И мы эти нежилые помещения уже распределили, то есть будем сдавать в аренду, контролировать, соответственно, чтобы в данном микрорайоне у нас были и продуктовые магазины, промтоварные магазины, то есть аптеки, то есть основной набор необходимых этих объектов, которые нужны для жизни людей, не выезжая из микрорайона.
Да, внутридомовая территория, она у нас асфальтирована, там, где у нас стоянки под автотранспорт предусмотрены, да, ну, именно парковки. И пешеходные зоны, там у нас плитка, она уже фактически уложена. И, ну и, соответственно, размещение детских площадок. Это все внутридомовая территория. Нету такого понятия, что двор без машин. Предусмотрены стоянки открытые, соответственно, на площадках между домов. И также открытые парковки у нас предусмотрены в рамках улично-дорожной сети. То есть, когда сама дорога непосредственно уже, ну, скажем так, построится, в рамках нее тоже будут парковочные места. Это уже проектом предусмотрено изначально. Квартал Звездный – это не просто строительство домов, это комплексная работа. И поэтому здесь необходимо взаимодействие всех структур, которые в этом участвуют, и в особенности окружной администрации города Якутска. На сегодня взаимодействие достигнуто, и окружная администрация с заказчиком главстроя подводит дорожную сеть к кварталу Звездный. От этого многое зависит. Вот что касается улично-дорожной сети, да, эти вопросы, они задаются и к нам, и к основному заказчику окружной администрации, который непосредственно занимается, да, данной, скажем так, прокладкой улично-дорожной сети вокруг нашего микрорайона в целом. Администрация в настоящее время, у нее все контракты заключены необходимые, работы ведутся. Безусловно, в этом году в асфальтном покрытии в секторе С дороги не будет, но сами по себе дороги, то есть по которым люди смогут непосредственно попасть к своим домам, они будут. На территории внутри самого квартала у нас проезда не имеется, то есть у нас подъездные пути только со стороны улично-дорожной сети, вот как раз которую администрация сейчас выполняет работы. То есть люди, заехав в квартал, они заезжают по основной вот этой вот вокруг квартала сети и к своим домам подъезжают вот с нее, ну, уже во двор утрированно. В рамках улично-дорожной сети беспокоит вопрос общественного транспорта. Это тоже находится в зоне ответственности окружной администрации, и мы предварительно с ними этот вопрос поднимали. Администрация обещает осуществить временные, скажем так, заезды автотранспорта, да, общественного, для того, чтобы люди могли спокойно из микрорайона выехать и разъехаться уже, да, там, на работу или еще куда-то. И здесь, как вы видите, где-то наша ответственность, да, то есть где мы работаем как республиканское ипотечное агентство, где-то окружная администрация со своей стороны там, да, подключается вот в части каких-то определенных моментов. Здесь совместная работа. Ну, то есть однозначно только в комплексе можно вот эти вот все моменты закрыть. И, соответственно, чтобы люди спокойно могли там переехать, не думая о том, что у них вот эти проблемы будут. Я желаю, чтобы жильцы нового квартала, переселенцы из всей республики Саха-Якутия, только одного, чтобы в октябре у вас появились новые теплые квартиры. Но не забывайте обращаться в республиканское ипотечное агентство с различными просьбами, жалобами. Тем более, что это агентство дает гарантию на 5 лет на ваше жилье. Например, вот тех, кого там утрированно мы переселяем, реально уже многие получили выплаты. Физически подписали уже там на квартиры, да, кто-то уже переехал. То есть это не просто слова, это уже конкретно какие-то конкретные дела. И здесь нам нужно вот совместного терпения, чтобы это все как-то более-менее, да, завершить в нормальном ключе, да, там, в оптимальном каком-то русле, и закрепить результат, и дальше уже просто, соответственно, двигаться, уже улучшать просто какие-то моменты. Те вопросы, которые, например, жители интересуют, можно вот, по телефону, да, там, если необходимо, информацию дадим. И на нашу электронную почту все вопросы мы готовы рассмотреть. %100% здесь очень важно вот то, что вот эти проекты двигаются, это поддержка нашего главы Александра Сергеевича Николаева, потому что без вот этой поддержки, без движения вот этого вперед, да, как нас, как республиканского предприятия, и как всех остальных, там, да, например, участников, там, партнеров, всех, кто работает, невозможно двигать такие проекты. Это очень сложно, потому что, может быть, мы немножко привыкли работать вот в таком режиме, а все-таки комплексность строительства, она подразумевает немножко другие подходы.
все-таки где-то подинамичнее, где-то пошустрее, да, работает. То есть это в команде, это тоже очень важно. Без этого невозможно обеспечить нормальное, качественное жилье, и не только жилье, а всю инфраструктуру. Вот мы сейчас говорим о всей инфраструктуре, и это и улично-дорожная сеть, и инженерное обеспечение, да, то есть в полном объеме. А она у нас, по сути, здесь выстраивается просто в поле. То есть, по сути, это просто вот в чистом поле у нас появляется, уже частично появился микрорайон, ну и, соответственно, продолжает появляться. Мы перейдем на микрорайон спортивный, тем более, что так как у нас все-таки переселение так таковое, оно двигается. Физически мы начнем высвобождать территорию 17-го квартала, 17-2-4. И это следующий проект. И там уже, соответственно, все ошибки синхронизации вот моментов по инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, вплоть там, не знаю, до, скажем так, размещения водоотведения, да, там на территории, это уже сейчас делается вот в рамках этой схемы комплексной. И там уже, кстати говоря, и команда как бы есть, да, то есть, которая в этой части будет работать. Это радует, потому что сейчас уже люди по-другому относятся. Люди, которые в этих процессах участвуют. Это заметно. Заметно уже стало. И потому что нам не дают очень много времени. У нас времени ограничено, а тем более вот такие вот ставятся задачи, да, и президентом нашим, Владимиром Владимировичем Путиным, в части того, что максимально расселить до 30-го года весь аварийный фонд. Это очень серьезная задача. И если так динамично не двигаться, то эту задачу очень сложно будет реализовать. С вами был Олег Жаунин и телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорой встречи! Отчаянный прыжок в жерло вулкана – заведомо бессмысленный поступок. То же самое с наркотиками. Не стоит пробовать, чтобы знать. Наркоконтроль Якутии. История стара как мир. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Однако люди каждый день все попадают в их уловки. Мошенникам лишь волю дай. Они придумают легенды. То банк, то безопасный счет или продление аренды. И как итог, большой кредит, а то и вовсе без квартиры. Вся жизнь спектакль. Хорошо играет тот, кто ставит блок от мастеров сатиры. Не торопитесь расставаться с деньгами. Заведомо рискованная идея загорать в минус 50. То же самое с наркотиками. Не стоит пробовать, чтобы знать. Наркоконтроль Якутии.